Продолжение темы, о которой мы говорили в прошлый раз. Иисус и мамаши. Но сейчас даже можно сказать э, или назвать эту тему Иисус и родня. Давайте так назовем. Евангелие от Марка, 3 глава. Это история, которая произошла и которая описывается евангелистами. Евангелие от Марка, 3 глава, с 31 стиха. «Пришли его мать и братья, и стоя снаружи попросили позвать его». Иисус в это время находился в одном из домов, и он учил там учеников. Вокруг Иисуса было много людей, и ему передали: «Твоя мать, твои братья и сестры стоят снаружи и спрашивают тебя». «Кто мне мать и кто мне братья?» — спросил их в ответ Иисус. Он обвел взглядом сидящих вокруг него людей и сказал: «Вот моя мать и мои братья. Кто исполняет Божью волю, тот мне и брат, и сестра, и мать». Здесь Иисус говорит о том, что ребята, которые его окружали, его ученики, а люди, которые его слушали, люди, которые за ним следовали, он называет их своими близкими родственниками. Он называет их, вот это вот моя семья, он говорит. Это те люди, которые слушают меня, и которые исполняют мое слово, и которые исполняют волю Божию. Вот эти люди являются моими родственниками, моей семьей. И некоторые скажут: слушай, но вот здесь же Иисус, он неправильно ведет себя по отношению к маме. Он же неправильно ведет себя по отношению к братьям. Я вам могу сказать так. Здесь Иисус не то что игнорирует свою мать, не то что унижает ее достоинство, ее влияние, ее позицию как матери. Он просто говорит о том, что он открывает или он показывает, что существует другая семья совершенно, или существует совершенно другая родня, которая для него ближе. На самом деле, эта история начинается немножко раньше. Мы прочитали с 31 стиха, но я хочу предложить вам прочитать то, что написано в 21 стихе. Это очень интересно. Давайте начнем с 20 стиха. Эту же главу, Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 стиха. Написано так: «Однажды, когда Иисус вошел в дом, опять собралась толпа». Это та же самая история, только начало этой истории. До того момента, как ашеры в его собрании сказали: «Там тебя ждет мать с твоими родственниками». Однажды, когда Иисус вошел в дом, опять собралась толпа, так что ему и его ученикам даже поесть было некогда. И Библия говорит здесь про его родственников. Услышав об этом, родственники Иисуса пришли забрать его, потому что они говорили: он не в своем уме. Потрясающая история. В их семье живет представитель небес. Конечно, он мыслит по-другому. Конечно, он говорит слова непонятные этой семье. Конечно, он ведет себя не так, как ведет этот мир. Совершенно. И что происходит? Ему здесь мы читаем, что родственники, самые близкие люди, которые были в его жизни, они резюмировали, или они вынесли ему приговор: он не в своем уме. Он говорит вещи непонятные, он ведет себя непонятно, он делает какие-то поступки непонятные. Это человек за гранью разумного. И Библия говорит, что даже родственники Иисуса Христа относились к нему таким образом, что они в сердце своем думали, что они в своем уме. Слава Богу, потом мы читаем впоследствии вся его, во всяком случае, старший брат его, тот, который был после него матерью рожден, он был тем самым апостолом Иаковом, который очень много решал в последующем в Иерусалимской церкви. Библия говорит про него, что это был столб Иерусалимской церкви. Мы читаем о том, что его мать, она приняла его как мессию в конечном итоге. Мы читаем, что произошли какие-то перемены. Но знаете, вот даже вот здесь, в этой истории, мы можем найти какие-то параллели для сегодняшней нашей жизни. К примеру, ты уверовал сегодня в Иисуса Христа, ты пошел на собрание Евангельской церкви. Ты пошел на собрание церкви, в которой проповедуется имя Иисуса Христа, где люди любят Иисуса Христа. Что первым делом скажут твои родственники? Они возьмутся за голову, и они будут говорить: ты не в своем уме, ты что творишь, ты попал в секту. Я вам могу сказать, неважно, какой вы национальности сегодня, неважно, на каком языке вы сегодня говорите, как только вы придете к Иисусу, как только вы начнете жить по-другому, чем живет этот мир,
Как только вы придете, к примеру, домой, вы скажете, я больше не буду делать вот этих вещей. Или простите меня, дорогие родственники, за то, что я говорил или поступал с вами вот таким вот образом. Как только вы начнете говорить, что я посвящаю воскресный день для Христа, я посвящаю там свои, там сколько-то процентов от своей зарплаты для Христа, я посвящаю свое время для Христа. Как только вы перестанете смотреть сериалы, начнете читать Библию, как только вы начнете молиться, вместо того, чтобы проводить время в пустых разговорах, первым делом ваши собственные родственники вам скажут, не в своем уме, он в секту попал. И я думаю, то же самое было в мыслях у его родственников Иисуса Христа. Вместо того, чтобы взойти на трон как Мессия, вместо того, чтобы взять власть в Израиле, он ходит с этим сбродом, с этими мытарями, какими-то блудницами. У него все его ученики, вы посмотрите, он сброд просто. Какие-то рыбаки, какие-то там люди ничего не значащие. Че он с ними водится, непонятно. Его родственники, они говорили странные слова. Он не в своем уме. Я помню, когда моя мать уверовала, первые слова, которые я ей сказал: мам, ты попала в секту. Потому что для меня верить в Иисуса Христа, это определенные, скажем так, были стереотипы у меня в голове. Я думал, что христиане это люди, которые ходят вот в православную церковь. Потом уже со временем я стал понимать, что христианство это как минимум 3 ветви, а даже 4 ветви. И эти 3 ветви, ну давайте про 4 ветви будем говорить. Эти 4 ветви это 4 разных течения. Это 4 разных, может быть, даже взгляда на практику Слова Божьего. Первые это католики. Их сегодня больше миллиарда по земле, на земле. И в постсоветском пространстве, так как католики они практически не были представлены, мы ничего не знали о католицизме. Но на постсоветском пространстве больше всего была представлена православная церковь. И на самом деле православная церковь это, если так можно назвать, это не самое большое течение христианское. Чуть больше 200 миллионов человек сегодня причисляют себя к православным. И больше 1 200 000 000, в 6 раз больше, причисляют себя к католической церкви. Но есть третье течение. Сейчас мы опустим 4-е течение, это древневосточные церкви, там их порядка, может быть, 80 миллионов. Это 4-е течение. Но 3-е течение, это протестантская церковь, или протестантские церкви, или евангельские христиане их сегодня называют. И знаете, когда я начал узнавать историю христианства, когда я начал читать, что говорит Библия, или что говорит Писание о том или о другом, я стал видеть, что именно протестантское христианство, оно ближе всего к тем каким-то простым вещам, которые описываются в Библии. Протестанты это сегодня 800 миллионов человек. Поймите меня правильно, я не собираюсь кого-то унижать, я не собираюсь говорить, что эти правильные, эти неправильные. Слава Богу, люди исповедуют Иисуса Христа. Слава Богу, есть в каждом из этих течений искренние и посвященные Христу люди, которые следуют за Иисусом Христом. Но моя мама, она столкнулась с протестантским или евангельским движением. Христианская ветвь, огромная христианская ветвь, порядка 800 миллионов людей по всему миру, они сегодня причисляют себя к этому движению. Так вот, когда я узнал о том, что она уверовала в Бога, но не так, как я это предполагал себе. Я предполагал себе Бога совершенно иначе. Я предполагал себе Бога с определенными священниками, в определенных храмах, что там определенный антураж должен быть, а этого всего не было. И я сразу сделал вывод, вынес такой вердикт. Она попала в секту. Я помню, когда там, мой брат с армии вернулся, говорит, а что с мамой у нас? Она какая-то странная стала, веселая, счастливая, песни поет, молится какому-то Богу. Я говорю, она в секте. У них там поп в джинсах, у них там все неправильно, у них все не так, как должно быть. Я осуждал ее. Я искренне думал, что она не в своем уме. И когда она проповедовала мне Евангелие об Иисусе Христе, я говорил, мама, отойди от меня со своими этими религиозными взглядами. Знаете, друзья, я хочу вдохновить сегодня тех, которые, может быть, ты вышел из какой-то религиозной системы. Может быть, ты вышел из каких-то религиозных взглядов, или, может быть, ты вышел просто из атеистического мира, и ты попал в христианскую церковь или в протестантскую церковь, такую же, как наша, например. И ты, может быть, сегодня попал под атаку своих родственников, которые говорят, ты не в своем уме, ты продал веру предков, ты изменил там вере наших отцов.
я тебе могу сказать, ты на правильном пути. Если ты сегодня с Иисусом Христом, если ты сегодня поклоняешься библейскому Богу, если ты сегодня читаешь Библию, ты делаешь то, что говорит тебе Библия, я тебе могу сказать, ты сегодня библейский ученик Иисуса Христа. И это то, что Бог сегодня называет человек, который стал семьей Иисуса Христа. Когда ты попал в церковь, пусть это евангельская церковь, пусть это протестантская церковь, ты попал в семью. Ты попал в семью Божьих людей. Это те самые люди, с которыми ты будешь проводить вечность. И сделай все, чтобы твоя сегодня семья по крови, она тоже стала частью семьи небесной. Знаете, когда моя мама уверовала, она не обращала внимания на мои эти подколы, которые я ей говорил. Ты в секте, ты сектантка. Я постоянно ее этим упрекал. Я говорил, мы там правильной веры, а ты вообще непонятно кто. Но она делала все для того, чтобы донести до меня истину Евангелия. Она проповедовала мне. Когда она видела сопротивление, она просто уходила, она молилась. Я знаю, что она очень много постилась со своими братьями и сестрами по вере. Она приходила на какие-то собрания, она говорила, давайте будем молиться за моего сына. Она приходила на какие-то домашние группы, и она просила, давайте будем ходатайствовать сегодня за то, чтобы мой младший сын покаялся. Она делала все для того, чтобы я стал частью семьи Божией. Это ответственность родителей. Это ответственность сегодня тех первых, которые вышли из этого мира, те, которые узнали Господа Иисуса Христа. Это твоя ответственность сделать все для того, чтобы твоя семья уверовала. Если ты мама, у тебя есть детки. Если ты отец, у тебя есть детки. Или, может быть, ты сегодня сын, у тебя есть взрослые родители. Молись, пусть тебе Дух Святой даст стратегию. Пусть тебе Дух Святой скажет, что ты можешь делать для того, чтобы твои близкие родственники, они уверовали. Есть такое прекрасное обетование в 16 главе Деяния апостолов в 31 стихе. Там написано так, если ты уверуешь, то спасешься ты и весь твой дом. Это обетование, которое было дано через апостола Павла для стражника в его тюрьме. Но я уверен, что это обетование распространяется не только на стражника, но на всякого человека, который верит в эти слова. Если ты уверовал сегодня, то это обещание для твоей семьи. Будешь веровать ты, спасешься ты и весь твой дом. Но для того, чтобы твой дом спасся, тебе необходимо что-то делать. Тебе необходимо, может быть, предпринимать какие-то попытки для того, чтобы евангелизировать или приобретать для Христа свою семью. Как ты это можешь делать? Начинай с молитвы. Начинай просто молиться и говорить, Дух Святой, подскажи мне, пожалуйста, что я могу сделать, чтобы мои родители или чтобы мои близкие люди, которые являются моей семьей, с которыми я живу, чтобы они от этого состояния, когда они говорят, что он не в своем уме, и к состоянию, когда они станут частью твоей церкви, что нужно делать, чтобы они пришли к этому состоянию? Молись, Дух Святой тебе обязательно скажет. Чаще всего Дух Святой начинает говорить, знаешь, ты сегодня обратился к свету, стань сегодня примером и образом. И может быть первое, с чего ты начнешь, ты придешь и попросишь прощения у своих родителей. Как это было, например, с моими родителями. Однажды они посадили меня, они начали просить у меня прощения. У меня, который зачастую совершенно неблагодарно, совершенно нагло и надменно вел себя по отношению к родителям. Они первые сделали шаг, и они стали просить у меня прощения, что они неправильно меня воспитывали, что они неправильно ко мне относились, и они показали неправильный образ жизни, который я стал копировать практически. Я думал, все, с этого самого дня я буду делать всякие пакости, я буду жить так, как я хочу, они у меня будут прощения просить. Но не тут-то было. С этого самого дня внутри меня появилось обличение Святого Духа. И за что бы я ни взялся, что-то стало происходить с моим сердцем. Я стал бояться делать грехи. Я стал понимать, что за все я буду отвечать. И в один прекрасный день я прибежал ко Христу. Потому что их молитвы, их посты, их проповеди, их доброе, святое отношение, которое они проявляли ко мне. Даже я не откликался сначала на это отношение правильно, но они продолжали проявлять это правильное отношение. И это произвело во мне перемены. Я прибежал ко Христу. Поверь мне, неважно, на каком языке говорят твои родственники, неважно, может быть, во что они сегодня верят, неважно, какое у них прошлое и как сильно, может быть, они сегодня тебя поносят. Если ты займешь позицию не отвечать им злом за зло, не говорить, это ты не в своем уме, это у тебя неправильная вера, мы никому ничего не призваны доказывать. Это самая большая глупость сегодня нам за Иисуса Христа воевать. Это самая большая глупость сегодня доказывать, что наш Бог самый правильный Бог. Это глупость.
Даже Бог этого не делает. Зачем нам сегодня доставать эти мечи и с кем-то там драться, бороться и доказывать, что наша вера? Покажи на своих делах. Покажи на своей измененной жизни, что твой Бог, Он реальный, что Он может делать перемены в таком человеке, даже как ты. И тогда эти родственники, они сами придут и начнут задавать вопросы. И в один прекрасный момент ты увидишь, как твоя семья, она придет и станет частью семьи Божией. Друзья, я хочу вдохновить, и особенно мам хочу вдохновить. Их так много сегодня по нашим церквям. Поймите, мамы дорогие, я назвал эти блоги «Мамаша», Иисус и Мамаша не потому, что я хочу над вами поприкалываться. Вы должны понимать, что я очень сильно вас люблю, я вас вдохновляю занять правильную позицию, потому что от вас зависит очень многое. От вас зачастую зависит будущее ваших детей. От вашей позиции, в которой вы сегодня находитесь, зависит то, что будет с вашими детьми. Как я уже говорил в первой серии нашей, оставьте гиперопеку. Займитесь сегодня тем, что вы молитесь за ваших детей, что вы стоите, может быть, в проломе за тех, которые отпали от Христа. Если даже они отпали, ничего страшного. Просто верьте, что Бог, Он способен, как Библия говорит, Он даже способен мертвых воскрешать. Не то, что там просто вашего сына вернуть обратно в свою добрую церковь. Молитесь, находитесь в этой позиции человека, который, даже если сегодня ваши родственники восстали против вас, даже если ваши родственники говорят, ты сектант, ты там продал нашу веру, ты не в своем уме, как это говорили Иисусу, продолжай молиться, продолжай являть свет для своей семьи, и однажды ты будешь видеть их в Доме Божьем. Благословляю каждого из вас. Пусть у нас все получится вместе с Богом. Аминь.